Здравствуйте! Вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Нетрезвый водитель за рулем представляет непосредственную угрозу своей жизни и окружающих. Это непреложная истина, но и тут есть разница. Есть водители, которые сели пьяным за руль однажды, а есть те, кто буквально завел такую привычку. Так, по сообщению прокуратуры Якутии, в городе Мирном мужчину осудили к реальному лишению свободы. В ведомстве передают, что подсудимый уже ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичный проступок, но условное наказание не послужило для него уроком, и суд отменил этот приговор и назначил ему год в колонии поселения. Кроме того, после выхода из заключения на протяжении 3 лет он не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Сотовые телефоны очень часто становятся объектами преступлений. Они небольшие и дорогостоящие. Идеальная добыча для преступника. Нередко воры пользуются рассеянностью своих жертв, чтобы украсть гаджет. Одна из жительниц Якутска поведала полицейским, что она пришла в кофейню к своему другу, который работает там бариста. В ожидании друга она задремала, а когда проснулась, то обнаружила пропажу смартфона. По подозрению в краже полицейские задержали 37-летнего безработного мужчину, который уже был ранее судим за подобное преступление. Подозреваемый приметил телефон, который лежал без присмотра. Он незаметно похитил смартфон, а затем покинул помещение. Мужчина сбыл украденный гаджет на запчасти и выручил за них 1000 рублей. Проезжая мимо, не смог устоять перед соблазном. В Якутске мужчина ограбил припаркованный автобус. Проведя расследование, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Ранее судимого 31-летнего уроженца Алданского района. Мужчина, проезжая на своей машине, заметил припаркованный у одного из домов автобус, который привлек его внимание. Отодвинув окно двери со стороны водителя, злоумышленник проник в салон автобуса. Похитив дневную выручку в сумме около 5000 рублей, он покинул салон. Но на этом не остановился. Выйдя из автобуса, он слил 30 литров топлива из бака и скрылся. Он пояснил полицейским, что пошел на преступление, потому что испытывает финансовые трудности. Возможно, суд решит эту проблему, ведь за кражу ему грозит лишение свободы на 2 года на гособеспечении. Несмотря на то, что сезон охоты на лося еще не открылся, некоторые недобросовестные охотники уже вышли на промысел. Так, во время рейдов полицейские обнаружили на берегу реки Индигирка в Абыйском районе брошенную моторную лодку с разделанной тушей лося, сообщает пресс-служба МВД. Выяснилось, что подозреваемый заранее заметил приближение полицейских и скрылся, говорится в сообщении. Но преступник все же был пойман. Сотрудники полиции задержали 35-летнего жителя поселка Белая гора. Он застрелил лося, когда тот переплывал реку. Затем он оставил тушу животного на берегу реки, где и переночевал. По предварительной оценке, сумма ущерба, нанесенная особо охраняемой территории, составляет 560 тысяч рублей. Кроме этого, полицейские изъяли у подозреваемого незарегистрированное охотничье ружье 12-го калибра импортного производства. За незаконную охоту на него завели уголовное дело, также без внимания не оставили и его оружие. Сейчас решается вопрос о возбуждении по этому поводу еще одного уголовного дела. Пожар на нефте- и газоперерабатывающем заводе в Индии унес жизни 4 человек. 3 получили серьезные травмы. Поставки топлива в штате Махараштра и крупнейшем городе региона Мумбаи могут быть нарушены, предупредили источники в компании. Подробности в репортаже Анастасии Дмитриевой. 4 человека погибли и 3 получили серьезные ранения в результате пожара на нефте- и газоперерабатывающем заводе на окраине Мумбаи, принадлежащем индийской национальной корпорации ONGC. Как сообщил во вторник представитель компании, возгорание произошло рано утром. Огонь был потушен в течение 2 часов. Предприятие перерабатывает почти половину сырой нефти и 12% природного газа ONGC, сказал высокопоставленный руководитель компании. Завод также является крупным поставщиком коксового газа. Корпорации еще предстоит определить, насколько сказался пожар на возможности перерабатывать и поставлять нефтепродукты. Компания заявила, что в ее приоритете обеспечить газом домохозяйства, но предупредила, что некоторые газовые заправочные станции в районе Мумбаи могут не работать, пока не будет восстановлена подача топлива. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.